настолько отдающие себя своему делу люди, которые не получают ничего материального взамен, но полностью посвящают себя этому, и это безумно круто. Именно город, именно люди, именно это является тем магнитом, который может притягивать сюда людей. Несмотря на то, что я жил в Волгограде 18 лет, я никогда не видел вот настолько обширной, вот такой необъятной просто реки. Это очень красиво и завораживающе. Волга бывает разной. Она бывает спокойной, бывает штормовой. К ней надо относиться только с уважением, потому что не прощает такого легкомысленного отношения к воде. Кто выходит первый раз на просторы нашей Волги, видит город с воды, это замечательные эмоции. Даже сами не перестаем удивляться, как все это красиво с воды смотрится и как это круто. У нас принято все бросить свои дела, да, там, поставить стаканы и принять лодку, которую ты даже не знаешь человек. Но ты должен принять, пришвартовать его, сказать «здравствуйте». В первые 30 секунд меня окатило водой. Нам сказали, что дальше идти опасно, и мы катались в бухте. Но потом... Когда мы вышли туда подальше, там уже и ветер посильнее, и волны поприкольней. Для людей это профессия, это хобби, они этим живут. Мне кажется, это очень круто. То вот есть люди, которые связывают свою жизнь с водой. На этот раз вейкбординг в вейк-парке «Залив» в самом центре Чебоксар. На животе доплываем до рукоятки, берем ее и снова с размахом рук поворачиваем сначала корпус, затем ноги. Выпрямляемся над доской, равномерно опираясь на обе пятки, так, чтобы ваши пятки, таз и плечи оказались на одной линии. Как думаешь, сколько раз упадем? Ну, может, 500. Думаю, да. Все люди друг другу как братья. Вот есть такая поговорка «человек человеку волк». Это точно не про чуваш. Добрососедские отношения и родственные связи у нас до сих пор в почете. Ты меня, если позвал, я к тебе обязательно приду. Иначе никак. Почему выбрана именно чувашская свадьба? Потому что включает в себя очень много мелких обрядов. Чувашская свадьба длится целую неделю. Так что если у вас были какие-то планы, отменяйте. Вы зависаете в маленькой деревне Малосундырь Чебоксарского района Чувашской республики. Чувашский язык, он единственный уцелевший из булгарской ветви тюркских народов. И на чувашском языке у нас говорят очень много, везде практически. Шәп пергенчик, цена. Узал пуштинчин, сыкладыр. Вот душа требует такого вот продыха в виде этнографических изысканий, экскурсий, археологических раскопок. Здесь всегда солнечно. У нас всегда солнце, даже когда холодно, солнце. Почему еще называют солнечная Чувашия? Сегодня мы с вами вместе приготовим национальное чувашское блюдо. Оно называется хуран-кукли, что в переводе означает вареники из котла. Обычная классика – это тесто, творог, зеленый лук, яйцо, соль. Я непосредственно и наша команда с ресторана «Квели», мы участвуем во всех возможных мероприятиях, связанных с чувашской кухней, с фестивалями. Участвуем как? Мы рассказываем про еду, мы обучаем людей.
Это была чувашская народная песня, очень известная чувашская народная песня «Ачтак и Анчич», «Куда летишь, ласточка». Это песня времен войны, когда девушка провожает своего любимого на войну, и она понимает, что, скорее всего, это последняя их встреча. То есть мне в какой-то момент захотелось, чтобы вот нашу чувашскую культуру, древнюю, богатую, уникальную, просто вот увидели и услышали и в России, и в мире. В песне поется про то, что вот девушка чувашская выходит в огород и смотрит на свой огород и поет про то, что не прожить мне без родных, не прожить мне без своего любимого. Спросили Серафима Саровского: батюшка, а почему вы не едете на Святую Землю? Он говорит: а зачем? Ну как же там, храм гроба Господня, Голгофа. Он говорит: а у меня все здесь есть. Красота в глазах смотрящего, да, и не нужно ехать в Японию, чтобы посмотреть цветение сакуры, поскольку это все есть вот здесь вот в чувашском огороде. Чувашская пентатоника, которая в крови вот она у меня течет, и ну, ты не можешь от нее никуда деться. Вот она у тебя вот здесь вот будет звучать, она у тебя будет звучать во всем твоем существе, во всех твоих жилах и говорить: делай, 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 делай. Команда, эндуро-команда Dirt Riders, одна из самых больших в России. Но, по крайней мере, я других команд с количеством участников более чем 100 человек, я не знаю. Вот, у нас она есть. И именно благодаря тому, что у нас существует большая команда, она достаточно слаженная, интересная, удается осуществлять и делать большие амбициозные проекты. Это проекты внутренние, что-то вроде чемпионата Чувашии. И если делать, то делать хорошо, то делать нужно на 5. Это нужно, чтобы прям было вау, мощно и круто. И, собственно говоря, с каждым годом мы растем, растем и растем. В этом году у нас уже было более чем 350 человек, 350 мотоциклистов. Это гонщики, начиная от Владивостока, заканчивая Калининградом. Собственно говоря, география участников гонки со всей страны. Причем надо понимать, что это не просто сели там, взяли портфельчики и прилетели в Чебоксары. Нет, то есть это большие затратные вещи. Кроме самого гонщика, с ним еще едет команда целая. И это такое большое интересное мероприятие образуется. И вот на День города, как раз когда мы проводили эту гонку по Чапаю, к нам приехало, я повторюсь еще раз, 350 гонщиков и плюс их команды. Честно говоря, все были в большом восторге. Ты готов? Нет, но погнали. Каковы твои впечатления? Это нереально круто, ребята. Я катался на Феррари, который разгонялся 300 км в час на Формуле 1. Даже там ты не так ощущаешь скорость, как ты ощущаешь на мотоцикле. Это безумно круто. Вот моя галерея. Тут, так что вот, проходите. Кто-то поет, кто-то рисует, кто-то любит руками что-то делать, пилить, там, строгать. Я с 5 лет себя помню, как я уже рисую. Это, наверное, и говорит о том, что мое призвание быть художником. Для меня чувашское искусство – это опираться на опыт моих предков. Это вышивка, это песни, это танцы, это язык чувашский. И потом у меня такая задача встала – адаптировать, встроить чувашское искусство в мировое искусство, то есть привнести нечто свое в это великое движение мирового искусства. То есть мы, как нация, уникальна чувашская нация, со своей вышивкой, языком. Любой народ уникален, но надо знать культуру своего народа и преобразовывать, и вносить в общую копилку мирового искусства нечто свое. Это моя цель, моя задача. Абсолютно каждый человек, вот с кем мы еще познакомились за все это время, они все настолько искренне отдавались своим делам. Вообще то, чем они занимаются, они этим живут, и в тебе немножко так загорается огонек.
А они такие все дружелюбные, такие гостеприимные, заботливые. В наших людях есть что-то такое, что греет просто душу. Какое-то у них такое аккуратное отношение к своему делу. Любовь к своему народу, к истории своего народа, своего края, региона, это проявляется вот так.